против нас, чтобы нас разогнать, была задействована такая огромная армия, БТРы, Уралы, хотели сделать газовую атаку нам. Хотя абсолютно ничего противозаконного не было, ни таких ни выкриков, ничего не было. На самом деле, там была бы кровь, если бы не они. Самое обидное то, что вот я сказал, что власть гуманная, справедливая, суд справедливый. Вы все эти видеоролики видели? У вас, я на 1000% уверен, что есть свои переводчики, вам наши не нужны, у вас есть свои переводчики. Вы знаете, о чем они говорили. Говорили они о том, что люди разошлись, или они призывали к беспорядку. Вы об этом прекрасно знаете. Зная это, они сегодня сидят почти 3 года. Давайте вопросы по существу, пожалуйста. Процессуальные решения не внедряйте. Между прочим, нравится вам это или нет, дело не в том, нравится это или самое существенное, самое существенное. Меня вы призываете к закону, а сами вы его нарушаете. Вот после того, как я пришел на площадь, я увидел, когда заходил первый строй, вот эти вот росгвардейцы, они встали с щитами, с масками, с этими дубинками. Потом заехали 2 Урала. Там стоял замминистра внутренних дел, как его, он здесь показали. Полищук? Полищук, да. Я к нему один раз подошел, 2 раза, я говорю, зачем вы это делаете? Тут же никакого нарушения порядка нету, зачем вы провоцируете людей? Это же была провокация. Зачем вы людей провоцируете? Зачем это нужно? Кому это нужно? Тем более, что если вот не будет дано добро на продолжение этого митинга, мы и сами собираемся, просто нам надо все эти вещи собрать и собраться сами. Что ответил Полищук? Полищук, он ничего не ответил. Он ничего не ответил. Я к нему и 2-й раз подошел. Я опять ему объяснил, я говорю, зачем все это делать. Потом, после того, как я вернулся, там и Баракоев Ахмед, и Масаев Муса встали на скамейки и призывали людей, давайте соберемся, мы уходим, мы закрываем митинг. И в этот момент, наверное, кому-то не надо было, что его так вот без крови закрыли. И вот со стороны, вот где вот эти елки все, оттуда вот ворвались эти росгвардейцы и начали окружать. Здесь одни стоят, строят, и они сзади зашли, начали окружать. И начали, вот поодиночке кого видят, начали дубинками колотить. В общем, началась эта вся потасовка. Но знаете что? Если вот этот вот росгвардеец придет на меня, начнет меня бить дубинкой, щитом, если у меня под руками попадет этот стул, я его тоже ударю. Понимаете? Это же самозащита. Это каждый должен понимать. Я хоть и преклонного возраста, мне 70 лет, но если он пойдет на меня с дубинкой, я не буду стоять и ждать, пока он меня будет добивать. Правильно я понимаю, действия росгвардейцев спровоцировали молодых людей, которые стояли на площади, правильно? Да, да. И эти росгвардейцы, мне кто-то сказал, вот я его не знал в лицо, там, говорит, собираются, я вышел, там 2 автобуса специально были завезены, специально вот для этого. Я вышел, посмотрел, но они тогда спокойно сидели. Вот, и в тот момент, когда я 2-й раз от Ключика возвращался, я посмотрел, и они начали выбегать оттуда из-за елок, окружать, и вот одиночки, которые им попадаются, начали колошматить. Скажите, а вы в этот период времени где находились? С какой стороны? Я находился вот, перед Уралами и перед нашими стариками. То есть, когда они с тыльной стороны зашли, вы их не видели уже, правильно? Я видел, поле как зрения. заходят. Как заходят. А дальше то, что происходило, сами события. Сами события. Да. Что происходило? Что было мочи, туда побежал. Наверное,
эти видео тоже, если кого-то интересует, они должны быть. И со мной было, но здесь нету их, еще 2-3 моего возраста людей там было. Мы стали живым щитом между нашими молодыми ребятами и вот этими гвардейцами, которые были с щитами, с дубинками. Мы, и, наверное, если кто-то, если тут снимают, увидел бы меня сейчас, он, наверное, откликнется. Благодаря нам, благодаря им, там не произошло кровопролитие. А кому-то это надо было, очень надо было, но они его предотвратили, и поэтому они сидят сегодня вот на этом кресле. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, из подсудимых практически знаете всех, да? Да. Вы на площади на тот период, кого вы видели, кто был в вашем поле зрения, кого вы видели из подсудимых? В моем поле зрения был Малсак, был Барафоев Ахмед, вот Муса Мальсага был, вот остальных я не помню. И вот я говорю, вот они залезли и на нашем языке уговаривали ребят, давайте соберемся, договоримся, что мы этот митинг закрываем, будем бороться. Призывали ли вот Малсак Ужахов, Ахмед Барахоев, кто был в вашем поле зрения, кого-либо на этой площади к применению насилия в отношении росгвардейцев? Я не могу не задать этот вопрос, учитывая, что вы описываете совершенно другое, но все-таки слышали ли вы это, призывали ли они к таким действиям, может быть, тихо призывали, может быть, жестикуляцией призывали или словами? Было такое? Может, мне суд не поверит, но если хотите, давайте Конституцию, я на Конституции поклянусь, на Библии поклянусь, на Коране. Ни один из них не мог, не то, что не признал, не мог, понимаете? Не мог. Не могли они бросить молодежь в это пламя, понимаете? Не могли они этого сделать. Потому что каждый из них, отец, у каждого есть дети. То есть не было такого? Ну, правильно? конечно, не было. Этого не могло быть. Не было. Не было. Скажите, пожалуйста, вы видели вообще, как расходились люди? После чего они разошлись? Мы разошлись после того, как вот они нас уговорили. Каково было вот лично ваше отношение к тому, что происходит в республике? И, ну, вернемся, допустим, чуть-чуть раньше, да, 2018 год, события осени, да, вы были на этих митингах? Да, мы. Были. Помните, почему люди выходили на протест? Вы были на митинге по чему-то призыву или вы лично решили принять в этом участие? Мой призыв был сделан моим сердцем. По зову сердца. Я вижу, что моей родиной торгуют, продают могилы моих отцов. Скажите конкретно, кого вы имеете в виду, когда говорите «продают»? Я конкретно имею в виду бывшего главу республики, я забыл его фамилию. До того он мне, извините, противен, что я его фамилию. Юнусбек Евкуров, правильно? Да. Ясно. Скажите, вы помните 26 марта, почему люди вышли на протесты? С чем это было связано? А это уже второй раз. Второй, да, весенний. Ну, конечно, помню. У кого-то из компьютера какой-то абзац выпал. Я вот за свою жизнь 70 лет не помню. Что за абзац, помните? Помню. О референдуме. Выпал тот абзац, который дает мне право проголосовать против я или за какое-то решение там, или передела границы, или то. Вот такой абзац выпал из этого компьютера, и люди вышли на митинг. Вы лично вышли именно по этой причине, Да. что были не согласны? Конечно. Может быть, на вас повлиял призыв? Были какие-то призывы? Вы видели призыв выйти на митинг? На вас повлиял этот призыв? Или вы вышли по зову сердца, как вы сказали? Знаете, Мартовский митинг. более призыва, чем выпавший абзац, быть не может. Я не знаю, как вам еще ответить. Как вас ответить? У меня пока нет вопросов, может коллеги зададут вопросы, я, может, дополню.
Один вопрос. Общественный защитник Куриев в защиту Ужахова Малского. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что когда вы вернулись на площадь в Магасе, там была задействована тяжелая техника Уралы. Вы можете сказать, как эта техника располагалась по отношению к гражданским лицам, находившимся на площади? Прямо лицом к лицу. Вот со своей стороны Урал. Вот. В общем, они оба края забрали, чтобы люди не могли разбежаться. Уже на почтительном расстоянии они были. Вот как вот эта видеокамера близко. А скажите, они просто припаркованы были или они заведенные были? Они заведенные были. А с какой целью вам известно было? Вам кто-нибудь говорил, для чего? Я догадывался. Для чего такая техника была приведена. Это... Возможно ли предположить, что заведенная техника, направленная в сторону гражданских лиц, была предназначена для того, чтобы именно этой техникой разгонять людей? Я вам сейчас поясню. У этих Уралов обычно глушитель уходит или в сторону, или назад. У этих Уралов с двух сторон, впереди, вот, рядом с передними колесами, были по трубе. Там шел разговор, я сам-то такого не знаю, что эти Уралы нагнетают газ. В общем, хотели сделать газовую атаку, людей, наверное, отравить. Вот. По два глушителя спереди. Я нигде, ни на каких, ни на каком транспорте не видел, чтобы глушитель был спереди. Он ни сбоку, ни сзади, или вверх торчит. Вот. У них по две трубы направления вперед. И хотели сделать газовую атаку. Скажите еще такой вопрос. Кто-нибудь предпринимал попытку не допустить этого, чтобы остановить эту технику? Я предпринимал. Вы лично, да? Да. Можете рассказать, что вы сделали? Я подошел к водителю, я ему сказал, у тебя есть отец, у тебя есть семья, у них тоже семья есть. Скажите, а кто распространял такую информацию? И где она распространяла? Ее никто не распространял. До 26 сентября Евкуров всех уверял, что никакой передачи не будет, никакого передела границы не будет. И люди узнали это только после того, как было принято соглашение. Понятно, ну вот это вот, что он продал, могилами торгует. Подождите. Он свое мнение. Он продал мою родину, не то что Ингушетию. Это мой отец, мой дед там похоронен, есть там Семидолье есть, по-нашему называется Сомёвч. Мою землю он продал. А кто мне об этом должен сказать? Евкуров продал вашу землю. Вот вместе с этой землей ушла и моя земля, понимаете? И могила моего деда там. Скажите, вот такие фразы, вот это вот подсудимые говорили людям, что Евкуров продал землю, продает могилы, предков. Но там многие говорили, не обязательно они должны были об этом говорить. Там я говорил об этом, что он продал и наши могилы, и наши башни, и нашу историю. В общем, все говорили, да? А? Все говорили. Да, и сегодня все говорят. Вся Ингушетия говорит, сегодня тоже. Понятно. Сегодня он приезжает в Ингушетию, он вне закона у нас. Генерал. Незаконно. Это что, остракизму предан? Не астрагизму. Сегодня он, если ко мне во двор зайдет, я его никогда в жизни к себе не пущу. То есть вы ненависть испытываете? А? Личную ненависть я к нему испытываю. Вот как в этой картине, что даже кушать не могу, понимаете? Все-таки сказал. Вот кто-то сказал. А вот ему за это Скажите, должности. Вот это мнение, вот эту ненависть, да, вот, которую вы Да? рассказали, вот эту ненависть к Евкурову, подсудимые испытывали такую же, как и вы? Ни меня не залазил, не знаю. Вы не обсуждали с ним? Нет. Евкурова, правительства, Нет. депутатов? Просто я знаю, что я его ненавижу. У меня умер брат, хотел он прийти на похороны.
я его во двор не пустил. Скажите, вы еще Об этом вся сказали, Ингушетия знает. понятно, такую фразу, что все было сделано парламентом. Да. То есть Нет, это то, что он парламент это закрепил. закрепил, вот да. это законодательно. Да. То есть вопрос в чем? Вы подсудимые, вот кого вы знали, винили ли депутатов парламента за то, что они закон приняли? Я и сегодня виню. Они не приняли его. Они сфальсифицировали голоса. Они взяли вот эти голоса, и там на суде же показали многие из них, что они голосовали против этого соглашения. Если посчитать испорченные бюллетени, и вот выступившие на суде, те, кто не подписывал соглашение, уже там кворума нету. Это незаконно, понимаете? А на каком суде, уточните? У нас в Ногатском суде, Газранном суде, в Ногатском суде.